Я считаю, что каждый человек должен знать свой родной язык. Ну, наверное. У нас же все-таки есть и татары, и башкиры, и русские. Почему бы и нет? Ну нет, я так не считаю. Ну, в Татарстане может быть, но в Башкирии нет. Ну, у нас башкирский-то почти никто не знает. Это тоже такое условное. Так что людям бы для начала, я думаю, выучить башкирский, а потом уже какие-то другие языки вводить. Татары, если вот получат статус государственного языка, много сделают. И я очень сожалею, много татар уехали. Грамотные, квалифицированные, талантливые уехали. Уехали в Москву, уехали в Санкт-Петербург, уехали в Казань, кстати, очень много уехали. Я об этом сожалею. Честно говоря, затрудняюсь ответить. Лично для меня нет, потому что я его не изучаю и не носитель. Должно быть равноправие. Я сама казанская татарка. У меня очень богатые предки, когда переехали в Башкирию, в Альшеевский район. У моего деда была ферма, был магазин. Кумысная ферма до сих пор работает. Хотя нас раскулачили и все это отняли. Мельница была тоже наша, она до сих пор работает, понимаете? Вот. Все, что раньше построили, все работает. А то, что сегодня строят, все это пшик. Татарский? Ну, понимаете, каждая республика свой язык выставляет. Так что я сомневаюсь, что нужен такой. Из-за этого. Если башкирский, башкирский должен быть. Есть татарский, татаре преобладать должно. Но русский обязательно нужен. Каждый в своем регионе должен и башкирский, и татарский язык иметь. Дети должны это знать, свой язык. В Казахстане вот они русские, не русские учат, знают казахский язык, в Узбекистане тоже так же. Я думаю, да,